соскочило. И оно соскочило, представляете? Ёлки-палки. Так. Так, у меня, короче, сегодня завтрак. Супчик. Кофеек. Такой вот супчик. Кофеек. Так, что еще не хватает? Это гороховый суп, кстати. Вот так вот я сделаю, наверное, вот так вот. Опс. О, так вот нормально. Вот гороховый супчик вот такой вот. Горох видим, тут мяско. Такое вот мяско. Мяско даже не знаю, что за мяско. Какое-то мяско съедобное, в принципе, нормально. Кофеек там в стакане. Так, и еще есть тут ой, это кипит уже, а я что не слышу. Может еще заварить чаек еще. Кофе есть, чай, да? Как резко погода-то поменялась, вы слушайте, ё-моё. Сейчас вот 8:30 времени, погода 18 градусов на улице, 18, и темно, облака, короче, облака, кругом. У меня даже башка разболелась под вечер. Так, хлеб я хотел порезать. Какой суп без хлеба? Хлеб белый, классический. Булки. Большой кусок я отрежу. На кухне нахожусь, поэтому все как бы под рукой. Удобно. Сюда. Такой вот хлебушек. Хлеб наш. Сколько у нас хлеб стоит? Буханка такая вот хлеба обычного стоит, ну, от 40 где-то 2 рублей до 44 до 48 50. Вот так вот. Так, давайте вот так вот лучше сделать. Всем привет. Ой, смотрю, народ пошел. Ну что, давайте. У нас уже, смотрите, время 8 часов 26 минут. Люди то приходят, то уходят. Интересно. Короче, погода испортилась под конец. Днем хорошая была солнечная погода. И супчик классный, гороховый. Тоже подключайтесь, берите там. Ой. Капает. Надо как-то вот так вот. Ну, сидеть. Мяско здесь. Так, как я сделаю это, ё-моё. Так, через верх надо. Класс. Класс. Он что-нибудь пишет? Неудобно. Чат пропадает. Не видно. Поэтому кто что написал. Так, ну сегодня небольшой будет стримчик. Небольшой гороховый супчик. Возьми зритель. Для тех эта тема особо не интересна. Да. Интересно, вот этот ролик про ливень, про дождь зашел. Стрим почему-то вообще не тянет. Вообще не тянет никак. Вообще мало просмотров. Вроде бы люди подписались. Ну, я тестово делаю тестовый просмотр. Сколько будет смотреть. Поскольку вечер, что вечером делать дома? Кушать? Ну как кушаю. Ну, короче,
пожаров все меньше и меньше в республике Якутии. Поэтому дыма меньше становится. Ну, сегодня воздух чистый. В общем-то, можно сказать, что даже идеально. Если не учитывать городской смог чисто от машин, то идеальный воздух. А если где-то ходить, гулять там, не в самом городе, а не рядом с этими улицами, а где-то, ой, руку налил. Вот это неправильно я как-то сижу, надо с этой стороны сесть мне. Вот так вот. Вот так вот сесть, так будет удобнее. Так, наверное, все на работе, я так думаю. Все на работе, поэтому, чтобы никто и не смотрит. Ну, тестовый стрим. Чисто интересно, сколько будет зрителей во время стрима. Посмотрим. Так, ну, с пожарами, я говорю, ситуация уже переломлена. 4 больших самолета прилетело, которые тушат Б-200, которые заправляются водой, такие, и они поливают очаги пожаров. В Аркурке, Якутске уже все затушено. Была угроза как бы даже городу, то что вблизи от него был пожар. Но его локализовали. Пожар обложили минватой. Ну, вот это лес минватой обложили. И в результате чего огонь не прошел. И то говорят, на расстоянии 60 километров был уже пожар. Что на ужин? Снова БП. Гороховый супчик вот такой вот у нас. Гороховый супчик. Ну, я уже тут подъел его. Такой вот мяском. Мясо я уже все выловил. Ну, гороховый суп самый вкусный. По мне так суп гороховый такой наваристый, калорийный. Кофеек вот здесь вот я тоже уже приготовил. Он такой больше молочный, но, короче, кофеек. Да ненадолго вышел. Просто немножко поболтать. Пока ем. Во время ужина что-то почитать новости, с вами обсудить. Сегодня четверг у нас, 19-е. Какая-то... в 91 году ГКЧП было. В этом году. В этот день, 19 августа. Вроде как яблочный спас даже был. Вот. Сегодня яблочный спас, преображение Господне. Представляете, праздник. Ну, 30 лет назад ровно был ГКЧП. Даже так. Кто помнит, может... Ой, не туда пошло. Кто помнит, там хотели Горбачева в плен взять, организатор ГКЧП, и восстановить СССР. Но у них нифига не получилось. И потом говорят даже, что в результате этого последствий ГКЧП было то, что СССР развалился. Уже даже такие ходят как бы
мнения такие ходят. Так, что у нас с новостями-то? Сильные дожди прогнозируют в ряде районов Якутии. 2 дня назад это была новость. Так, почему новости старые? Так, тут еще новости такие, какие-то непонятные. Может быть, не новости, а ерунда какая-то. Давайте мы с вами в Яндексе почитаем новости. 2 лайчочка, спасибо. Что-то все разбежались. Никому не интересно. Ну, я так попробовал стримчик запилить такой. Как пойдет, не пойдет. С ложки капает. Так, где новости-то у нас? Якутск. Вот давайте. Вот, Россельхоз рассчитывает в течение 1-2 недель ликвидировать основные пожары в Якутии. 1-2 недели, и все, не будет пожаров основных. Так, коронавирус опять у нас тут ходит. Короче, что-то про пожары ничего и не пишут толком. Сказать еще. Так. В Якутии с 1 сентября 148 тысяч детей придут в классы. То есть, что получается у нас онлайн, как сказать, не онлайн, а офлайн обучение, да? Правильно? То есть, будет очное обучение, я так понимаю. А не дистанционное, как было. Интересно? Вроде бы, как бы, число заболевших-то не уменьшается, а детей отправляют на учебу в классы. Хотя вот даже известно, что дети заболевают этим коронавирусом. Якутские исследователи продолжают проверку по факту падения женщины с парома. О, Господи, обалдеть. Задержанные из Новосибирска рейсы вылетят в Якутск в среду. О, ничего не понял, как это в среду. Это старые новости. 400 пассажиров продолжают оставаться в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за отмены рейсов в Якутск. Вот это да. 417. Ну, что такие старые новости-то? Я ничего не понимаю. Кто их вообще печатает? Дайте-ка я зайду на другой сайт. ТГТ.ру. Сейчас мы с вами почитаем здесь какие новости. Так, из-за лесных пожаров в Якутии выросло число мошек. Якутские ученые разрабатывают способы защиты людей и животных. Выросло. Ну да, вот я сегодня ходил. Кто не видел видео, я сегодня снял видео про речной порт. Про речной порт и, соответственно, там, пока ходил, снимал, насекомые меня, ну так, не сильно, да, не сильно, но насекомые были какие-то мушки. Ух ты. 7 человек скончались за сутки от коронавируса в Якутии. Обалдеть. Так. Так. Спутник Ви. Подштамм коронавирус Дельта. Центр имени. Модифицировали что-то. Так, ну это не интересно. Так. Ух ты. Жительницу села Хатасы, распространяющую по WhatsApp фейк о лесном пожаре в Усть-Солданском, привлекут к ответственности. Да, так вот шутить.
Ух ты, в Якутии хотят построить железную дорогу от Нижнего Бестяха до Магадана. Смотрите, новость какая. Вы видали, да? В Якутии хотят построить железную дорогу от Нижнего Бестяга до Магадана. Протяженность железной дороги составляет более 1,2 тысяч километров, где-то 1,8. По территории Якутии Магаданской области проходит совместная экспедиция по строительству новой железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан. Отмечается, что участники экспедиции должны определить, где прокладывать магистраль и в каких населенных пунктах строить железнодорожные станции. До Магадана. 2000 километров. Обалдеть. В Минтрансе экспедиция уже работает в республике. И после 25 августа ее участники вылетят в Магадан, где пройдут аналогичные работы. По словам премьера Якутии Андрея Тарасенко, железная дорога должна уменьшить расходы по северному завозу и создать дополнительные рабочие места. В общем, это будет даже не БАМ Интенсив, еще одна новая ветка выше в сторону Тихого океана. Это большой логистический проект. Во-первых, такая железнодорожная линия удешевит доставку ресурсов в северные районы. Мы больше будем привязаны к навигации зимникам. Во-вторых, да, сколько бабок-то на это уйдет? У нас это Таяма устроили еще лет, сколько, я не знаю, еще с Советского Союза его строили. Это Таям. Ну, ветку от Тамота до Якутска железнодорожную. А эту сколько будут строить? 2000 километров. Ой, боже мой. Фантастика. Да, и по такой территории еще будет проходить безлюдная территория. -то. Тут вообще, по-моему, нету населенных пунктов. Практически нету. Да и если есть какие-то, то там люди-то минимально живут. Ну что, такие вот планы у них. Глава Якутии заявил, что пожары больше не угрожают ни одному населенному пункту республики. Вот так вот. Сэр Николаев. Пожар отметил, ситуация стабилизируется. Турум-пурум. Голова болит у меня сегодня. Не понимаю, от чего и от чего. Так, кто что пишет? Никто не... У нас такой же календарик был. Ага. Это в пачках, которые продаются в Улурумол. Что нам БП? Нет, это гороховый суп сами делали, без пачек. Да, календарик переворачивается вот так вот легко. Оп, 20-е, 19-е. Так вот берешь. Вечный календарь. Если им не колотить, ни об какие эти, как гвозди не заколачивать, то... Так, 19 августа в Якутии действует 119 природных пожаров, а было что-то 160, да? За сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На особом контроле остается пожар в национальном парке Ленские столбы. Так, как сообщалось, площадь активности горения в Якутии сократилась на треть и составляет 1,9 тысяч гектар. Такие новости. Вот такие новости. Еще в сон клонит. Погода, говорю, вообще испоганилась. Облака какие-то. Облачность. Такая вообще. Что занесло? Дождь-то будет. Сейчас давайте с вами карту дождей откроем. Карта дождей. Карта дождей.
Карта в интернете. Якутия, да? О, смотрите карту осадков. Смотрим. Я сегодня смотрел какую-то карту, там вообще никаких ничего не было указано. Как они работают? О, без вранья. Смотрите. Ну, фокусируйся. Видите, да? Якутск. И вон капли. Капли видно, да? И написано, в ближайшие 2 часа дождь не прекратится. Идет дождь. Ой, видали, да? Вот поэтому все занесло, и погода, ну, кто вот это чувствует, давление, там изменение давления же, да, соответственно, когда вот эти облака на небе, они, вот эти люди чувствуют. Голова там чуть кости ломит. Такого плана, да? Так, что, давайте уменьшим. Где у нас фронтовой гроз? Смотрите. Обалдеть. Практически вся вот это я уменьшил, да, смотрите. Вот это все дожди, где фронтовой фронт дождя, вот темным отмечено. Видно, да? И получается, что юг республики Нерюнгри, вот Нерюнгри здесь, вот видно, да? Там, и вот получается у нас на всей территории республики, вот южной части дожди идут. Лена. У Мирной, где вот здесь нету дождей, да, то есть южная часть, то есть довольно большой, смотрите, участок. О, где у нас? До моря даже доходит. Вон, Охотское море там. О. Благовещенск. Вот какое. Смотрите. Это получается откуда-то с юга идут дожди. И вот у нас поэтому в Якутске вот сейчас вот не было же, да? И вот сейчас все занесло, и вот пятнышком вот этим красным отмечен Якутск. На него надвинулись опять дожди. Вот все. Поэтому дождики-то помогают тушить. Замечательно. Так, а карта пожаров? Карта пожаров. Где-то карта пожаров была еще. Карта пожаров в Якутии, да? Найти. Как удобно стало с телефонами. Сканкекс. Ну, блин, у него что-то неправильно открывается. Как-то неправильно открывается. Онлайн карта. Так, где она? На этом телефоне некорректно открывается почему-то. Ага. Так, вот. Сахагис.ру. Сайт такой есть. На 19. Ну, что-то их нифига нет. Ну, 119 пишут пожаров. Во. Это области отмечены. Точками пожары, да? Тут как-то немножечко... Вот это почему не открывает? Хотел вот эту открыть. Она более корректно показывает. Тут картинка почему-то только вот на участок на такой у нас раскрывается. Как ее раскрыть-то, а? Ой, куда она там перешла? Ну, короче, сейчас я вам скажу, где пожары у нас. Пожары. Ну, тут вроде бы как, ну, на юге есть, да, вот как раз где дожди. На севере практически их нету, пожаров.
Ну, сейчас вот дождик-то поможет. Короче, дождик поможет. Ну что, так, я допью этот бульончик, а то он уже остыл. Остывший суп невкусный. Сами понимаете. Сейчас кофеек попьем. Кофеек. Так что 2 недели. Еще 2 недели на тушение и все. Основные источники будут затушены. А что 2 недели? Сегодня 19, да? 19 августа. Кстати, яблочный спас сегодня. Всех с праздником поздравляю. Православных, неправославных. Значит, 2 недели. Это получается в сентябре затушат. Ну, так уже холодно становится. Ну да, горели в этом году. Ну, сколько горело. У нас Домина в Якутске был с июня месяца по вот неделю назад только кончился. Даже позднее еще. 4 кофеек пьем. Так, кто что пишет? Чат видны все. Вау, вкусно. Что это? У нас такой же календарик. Ну что, суп это я съел, да, гороховый. А это кофе. Уже тоже подостыло. Но у меня еще есть одна вкусняшка. Вкусняшка. Сегодня я снял видео. Ходил на Ричпорт. Посмотрите его там. Еще у меня одна вкусняшка есть. Там так спокойно, тихо. В Ричпорту. Ну как, там люди-то, конечно, есть, ходят. Переправа у нас на нижних вестях. Еще какие-то корабли куда-то плавают. Кстати, уплыли 2 вот этих Демьян Бедный и Механик Кулибин, 2 больших наших лайнера. Круизных больших. Уплыли они. Куда-то их не было, короче. Видать, ездят. Ну, еще вот есть и эта яичница. Вот такая яичница. И сосиска. Порубаем таким образом. Для того, что здоровье. Супа одного мало, конечно. А сосиску можно и кофе вот яичницу запивать. У соседей что-то наверху там болтают. Вам не слышно? Случайно. Такие громкие соседи поселились. Наверное, до этого жили где-то в частном доме. Понятное дело, в частном доме живешь. У тебя же никто под тобой не живет. А ты привыкаешь к тому, что в любое время дня и ночи у тебя можно шуметь, громко говорить. Вот таким вот образом. Вот такие вот. Ну, вроде бы не мы жаловались, конечно, им, что такое. Но все равно вот манера так громко разговаривать, громко, что через стены вот эта речь проходит, как бы неприятно, конечно. Сидишь, слушаешь и не понимаешь ничего. И кто-то там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, и что еще у нас? Какие новости-то? Даже не знаю, какие тут новости. Новости. Какие новости сегодня? Так, в Якутске, вот якутские новости почитаем. Блин, не те новости включились. Политика зачем-то. Зачем мне политика включилась?
Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам Якутии. Видите, да? Россельхоз рассчитывает в течение 2 недель ликвидировать основные пожары в Якутии. Так вот. Врачи из Минздрава России прибыли в Якутию для помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Вот это да, вот это новость. Что, местных нету врачей, да? На помощь прибыли даже. Водоканал подготовится к осенне-зимнему периоду. С 18 на 19 августа весь Якутск на всю ночь был отключен от водоснабжения. Да, было такое. Поэтому я залил воды. Ванну, полванны нам хватило, в принципе. На 19 августа в Якутии выявили 145 новых зараженных коронавирусом. Балдеть. Забайкальский триколор появился на телебашне Якутска в честь пожарных из региона. Забайкальский триколор. А вот телебашня, вот на ней. Господи, видно, нет? Там какую-то иллюминацию поставили, теперь могут включать разноцветную. Якутопторг отправил 10 рейсов с картофелем, отдаленные села Арктики. Ну, все знают, что у нас большая арктическая территория республики. Там много людей живут. Ну, как много? Относительно-то немного, но так, в цифрах их, в общем-то, мало, да? Но все равно они там живут. Нам необходимо питание, обеспечение. А раньше бы как был северный завоз. Ну, сейчас тоже существует. Но проблемы там из-за обмелевших рек и так далее. Такое такое. Бывает, что не завозят, поэтому потом им туда вертолетами еду. Представляете? Вертолетом еду привезти, это же еда-то золотая становится. Ну, естественно, личным путем как бы лучше всего завозить. Но не всегда получается. А раньше, вот в арктические районы, еще при Союзе, там ходили большие корабли по ледовому Северному Ледовитому океану. Северный морской путь был. Ну, вот на этих кораблях была доставка. Причем обеспечение северов было лучше даже, чем самого там, допустим, Якутска и так далее. То есть там было все у них. Это в советское время. Ну, а потом, естественно, и цены были. В общем, нормальные, как везде цены. А сейчас цены там на всю еду, они, в общем-то, золотые. То есть они дороже, чем в Якутске. Раза в 2-3. Бутылка Кока-Колы там может быть рублей 600, 500 стоить, 2-литровая. Представляете, да? Килограмм картошки там 140. Для кого 140? 200, наверное, рублей. Уже все подъедая. Люди активировались. 5 смотрят, 4 лайка. А я сегодня, извините, долго не буду стримить. Кому интересно, там что было, можете посмотреть стрим этот в записи. Что-то у меня голова сегодня разболелась. Смотрите все видео про речной порт. То, что я снял. Там интересная такая обстановка. Переправа, там же трансфер до железной дороги. Железная дорога в Нижнем Бестяхе.
железнодорожный вокзал. Соответственно, вот, чтобы до него с Якутска доехать, до железнодорожного вокзала, надо через переправу туда, в речной порт приехать, или вас привезут, короче говоря, туда, значит, переплыть реку, там сесть на автобус какой-то и доехать до железнодорожной станции, которая находится вот в Нижнем Бестяхе. Там сколько километров 10 еще до нее. Ну все, я все скушал. Угу. Там ходят теплоход Рукавишников такой большой ходит. И ходят различные катера мелкие, на которых более быстро можно туда переплыть. Тарифы разные там. Там предлагают вообще за 150 рублей. Что-то за 200, за 300 переправа. Ну, в зависимости от скорости, наверное. Ну, в это время, когда я был, там народу мало было относительно. Относительно мало народу было, поэтому... А так даже говорят, что там на выходные там народу, ух, сколько бывает. Тьма тьмущая. Ну, ладненько. Все. Перекусил я. Поужинал. Всем, кто смотрел стрим, большое спасибо. Спокойной ночи. Ну, у нас уже, я говорю, уже 9 часов. 9 часов, поэтому можно уже спать, в принципе, ложиться. Кто рано спать ложится. С праздником сегодня Яблочный Спас. Всем пока. Так, как закрыть вот так вот.